Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы продолжаем круглый стол, который у нас называется «Абхазская культура в контексте национальной безопасности». Напомню, что этот круглый стол в такой свободной форме, которую мы проводим, тем не менее имеет определенный регламент. Каждая наша встреча начинается с сообщения одного из участников этого круглого стола. Вот на первом как раз круглом столе, Олег Несторович, вы делали нам сообщение, потом мы обсуждали. Сегодня спикер у нас писатель Даур Начкебе. Его сообщение называется «Феномен абхазской культуры». Даур, предоставляю вам слово. В следующем языке я боюсь, что в моем выступлении не будет. У нас вообще заявлено, это научно-практический семинар. Боюсь, что у меня не будет ни научности строгой, ни практической пользы тоже, боюсь, не будет. Чем это вызвано? У нас здесь философ, теолог, а я как бы не занимаюсь наукой и строгой, никогда не занимался. Только. Я свободный художник, да, поэтому я предпочитаю какое-то такое свободное рассуждение, попытка найти какие-то связи между явлениями, которые всем нам здесь присутствующим известны. Я долго думал, как мне подойти к этой теме, она очень фундаментальная. Олег Несторович по этому поводу написал, я считаю, выдающийся труд «Абхазия на рубеже». 10 лет назад ваш труд, монография. Там сказано почти все, что нам надо знать об абхазской культуре, о ее особенностях и состоянии нашего общества, нашей страны на данном историческом этапе. Поэтому я к этому добавить я ничего не смогу, наверное, и повторять было бы не совсем. Я пытался свою такую маленькую лепту внести, просто свободно рассуждая. Когда мы говорим о культуре вообще, об абхазской, в частности, главные вопросы. Мы вопрошаем себя. Вот вопрос стоит так. Древний абхазский народ сегодня имеет свое государство, он малочисленный, и территория нашей страны небольшая, даже, можно сказать, маленькая, но он обладает одним из самых сложных и древних языков. Как это произошло? Абхазы, на мой взгляд, создали очень большую культуру. В Абхазии есть песни, танцы, есть сказки, легенды, нартовский эпос. Это плоды большого творческого дарования и большого интеллектуального напряжения и большого ума, я так считаю. И при том, что мы, в общем-то, в сравнении с другими народами малочисленны. Значит, какая-то энергетика была, значит, в этом народе, и которая вот так вылилась. Я не знаю прекраснее нартовского эпоса. И как логичное следствие этого у нас есть великолепная литература сегодня. Значит, коротко, что было, какие вопросы мы ставим? Что было главным в жизни абхаза? Ставил ли он перед собой какую-то сверхзадачу,
с которой соизмерял свои поступки и действия, более широко смысл своего существования. Или же он просто жил изо дня в день, не загружая себя отвлеченными рассуждениями, а весь уйдя в решение насущных проблем своего жизнеустройства. То есть в быт. И тут я в кавычках делаю такую ремарку. Последнее, то есть уход в быт, занятие, как бы сказать, в кавычках, низменным трудом, никак не отнесешь к Абхазу. Он меньше всего в своей истории и в своей жизни был озабочен бытом. Он сформулировал как бы свою главную задачу так: человек рожден для славы, для доброй славы имеется в виду. То есть мы спрашиваем, что было главным в нашей жизни, что нам позволило. У нас же семинар называется «Абхазская культура в контексте национальной безопасности». То есть, что было такое в абхазах, что они придумали, чтобы сохраниться и обеспечить свою безопасность. И во что это потом вылилось. Я думаю, что основой нашей культуры является апсура. Апсура пхара и хаданы и хаму скуянагу. Ну, здесь, конечно, встает риторический вопрос, может быть, в некотором роде, что было раньше, яйцо или курица, в том плане, что, а может, апсура — это итог нашей культуры. Скажем, сейчас определить это, наверное, невозможно, что зачем следует. Но мне кажется, что, наверное, культура возникает из того, как тот или иной народ понимает и принимает мир. Апсура, на мой взгляд, итог того, как абхазы понимают и принимают мир. Поэтому, скорее всего, апсура есть то, из чего возникла, мне кажется, наша культура, в общем-то. Дать определение апсура довольно сложно, мы еще не смогли артикулировать его. Наверное, апсура состоит из разных пластов. Говоря языком математики, есть первое приближение, второе, третье. На поверхности, видимое всеми, абхазский этикет. И мы сегодня, говоря об апсура, как правило, только его имеем в виду, этикет. Как ведет себя абхаз в той или иной жизненной ситуации. Но смысл такого поведения абхаза мы еще не уяснили. Не уяснили жизненной философии, которая лежит в основе такого поведения. Мне так кажется. Ну почему абхазы там? Человек зашел, он встал. Что за этим? Уважение, конечно. Вообще-то абхазская культура очень человечная. Она гуманистическая культура. Достоинство человека абхазская культура ставит превыше всего. У абхазов есть поговорка: хорошая собака не лает на женщину. Это отношение к женщине. Мужчина и женщина — это люди. Человек как женщина, другой человека как это. Такого не было у абхазов. Женщины и мужчины были совершенно равноправные субъекты абхазского общества. Мы говорим, говоря об апсуре, пока наши рассуждения, опять повторюсь, останавливаются только на первое приближение, это этикет, как себя ведут абхазы. Дальнейшие свои рассуждения я хочу начать с простого. Наверное, вообще закон природы, да, от простого к сложному. Мы так привыкли, нас учили так. Наверное, может быть, при более пристальном взгляде в суть вещей, проникновении в суть вещей, наверное, может быть наоборот, наверное, было что-то нечто сложное, а потом оно стало упрощаться. Но я, как ученик советской школы и советской философии, нас учили, что развитие природы идет от простого к сложному. Я это использовал. Я хочу начать с абхазского застолья, всеми нами любимого, высоко ценимого.
Тут есть, да, тут есть, может быть, некоторый подвох, но вы потом поймете. Нельзя отрицать, что в Апсора большую роль играет застолье абхазское. Застолье наше, я имею в виду массовые застолья, когда совершали свадьбы или же там похороны, когда много людей сидели за столом, там 200, 300, 500 человек, и совершали этот ритуал застолья. Застолье наше не просто приятное или отягощенное горем. Приятно, если свадьба, там веселье, или отягощенное горем, если смерть кого-то, времяпрепровождение за вином и неспешным разговором. Разумеется, это присутствует и времяпрепровождение, и вино, и разговор. Но ведь и простые застолья, когда собираются друзья, родственники, соседи, почти один в один повторяют то, что происходит в большом застолье. Я имею в виду что? Я имею в виду, как происходит этот ритуал. Абхазское застолье сложно структурировано, как и наше общество в целом. Одновременно является и ритуалом, и культурным действием, и неким социальным регулятором взаимоотношений как отдельных людей, так и целых групп, даже кланов. Вражда, конфликты, которые возникали между разными фамилиями там, или отдельными личностями, обычно регулировались, но точку в этом регулировании и в примирении ставило застолье. Это, конечно, идет из глубочайшей древности. Абхазы начали пить вино, наверное, одновременно с греками почти, так? 2500-3000 лет тому назад. И тогда, когда собирались, они собирались, может быть, вначале, чтобы выпить, повеселиться, но потом это застолье приобрело более глубокий смысл, на мой взгляд. Мне кажется, что наше застолье сродни где-то и камланию, цель которого – коллективное приобщение к высшим в понимании абхазов ценностям. Абхазское застолье, и это очевидно, демонстрирует некую иерархию этих ценностей. Каковы они, ценности абхаза, явленные в абхазском застолье, потом закрепившиеся в его культурном коде? Давайте вспомним 3 первых тоста, которые произносит тамада по отдельности. Это главное в нашем застолье, на мой взгляд. Первый тост. Уизгивдур танцвила. И вообще застолье это, на котором мы выросли, в хорошем смысле этого слова. Мое поколение, во всяком случае, мы с детства это воспринимали с большим интересом. И раньше, в мое детство, хотя они такое уже и древние, они происходили иначе, честно скажем. Это было очень интересное, очень глубокое, очень достойное зрелище, как пили и что говорили за столом абхазы. Даже когда 3 человека сидят или 5 человек, и это тоже было наблюдать, за этим было жутко интересно. И обогащало. Первый тост, который произносит тамада отдельно, ни с чем его не... Ансолубха хат. Ну, а у губхаги уша ирхалот ансолубха губха хатха. Да благословит нас Бог. Буквально, что означает это слово? Одари нас, Боже, теплом равно светом, так тоже можно перевести, и теплом, светом своих очей, своих глаз, угубхахат, теплом, светом своего сердца. Второй тост, иныхя зажлар, да будет благословен народ. Третий, иныхя запсна, да будет благословенна Апсна, Абхазия. На мой взгляд, вот эти 3 тоста, преподнесенные как бы на бытовом уровне, обычное застолье, вроде бы, где едят, пьют, как бы низменная
часть человеческого существа, а на самом деле они наполнены глубочайшим смыслом. И если даже трое соберутся, они начнут с этого. Нас айбишашта хяцлаз вдрует арайта хазр зихан. Ахави хазуб он их нас чазна хабарт хпас ванала. Абри харах ичус каз. Харах культура шата сирым опху скуяна гутса. То есть 3, можно сказать, кита, на которых стоит миропонимание абхаза. Главные ценности для него – это Бог, это народ, и это родина его земля. Теперь я хочу немножко эти тезисы чуть-чуть расширить. Я как модератор обязан заранее предупреждать. У вас еще ровно 10 минут. Да, я сейчас быстренько пробегу. Вот насчет Бога, я не думаю, что это всего-навсего фигура речи, чтобы задобрить высшие силы, или же, на всякий случай, как советовал Паскаль, вы прекрасно знаете. Тост этот говорит о глубокой религиозности абхазов, и не просто религиозности. Веру в Бога они, видимо, считали самым важным в человеке, тем, что делает человека человеком. Но здесь присутствуют теологи, и они, конечно, эту тему разовьют гораздо лучше меня. Второе – народ. Традиционное абхазское общество стояло на крепком фундаменте взаимопомощи, можно сказать, коллективизме. При этом не было нивелирования личности. Народ состоял не из безликих людей, а каждый был личность. Но это единство, дальше я скажу об этом, наша малочисленность, размеры нашей страны всегда располагали к ощущению жизни в единой семье, под одной крышей в одном доме. Абхаз чувствовал себя равноправным и равноценным членом дружного союза и всегда имел возможность убедиться в искреннем соучастии и сочувствии остальных к себе. Жизнь была скреплена обязательными нормами, надежность, незыблемость которых регулярно подтверждалась реальностью. Потому абхазы, это единственный народ, ставили так высоко после Бога. Как всемогущий Бог, народ для абхаза был гарантией безопасности и продолжения его истории. При этом народ, было динамичное единство, не склонное к стадности. Вот очень важный момент, мне кажется. В каждом абхазе жил дух независимости и здравый скепсис. Этот дух независимости не позволял абхазу присягнуть в верности навсегда, бессрочно, сейчас модное слово, какому-нибудь лицу, вождю или доктрине, скажем, коммунистической. А если присягал, то, как правило, абхаз спешил нарушить эту присягу, и мы имеем много примеров исторических того, что абхазы, что с высоты сегодняшней морали мы воспринимаем как предательство, а было на самом деле лишь избавлением от тяготящего, порабощающего слова, что, в общем-то, и позволило нам, как бы это ни звучало парадоксально, самосохраниться до сегодняшних дней. Дух наш оказался цепким и гибким. Его достоинства и недостатки уравновешивают друг друга и являются продолжением друг друга. Третье. Каждый человек любит свою родину. Это общепризнанная аксиома. Но я утверждаю, что у абхазов особое, пронзительно трепетное, самозабвенное отношение к своей маленькой стране. Может, потому что она маленькая, и что она на своем историческом пути пережила так много страданий. И у нас и к своему народу тоже такое же отношение. Потому так болезненно реагируем на всякие посягательства на нее в той или иной форме. Доказательством тому, если брать ближайшие по времени события, это возбудоражившее все наше общество нешуточная далеко проблема с государством Пицунда. Абхазия для нас не только дом, в котором мы хотели бы жить всегда, желательно вечно. И это священная для нас земля,
с вытекающим отсюда религиозным, я бы сказал, настроем наших душ в вопросе Родины. Вот, на мой взгляд, самые главные ценности, которые абхаз считает, что, придерживаясь их, он сможет, что он защищен, что он сможет сохраниться, если он будет верить в Бога, если он будет верить в свой народ, если он будет верить в свою родину. Если он будет любить Бога, если он будет любить свой народ, если он будет любить свою родину. Для абхаза это три кита, главные опоры его безопасного существования, три главные гарантии того, что история под названием «История Абхазии и абхазского народа» будет и дальше иметь продолжение. Бог, народ, Абхазия. У русских, если помните, был лозунг «Царская Россия». За веру, царя и отечества. Да. Православие. Да. Самодержавие. Народность. Народность, да. У нас было немножко по-другому. Мы не можем быть державой, тем более самодержавие у нас невозможно абсолютно. При нашем духе независимости, это пускай никто не обманывает себя. И, кстати, первая формулировка тоже нас не подходит, потому что мы всегда открыты, конфессионально более мирные. Да, это тоже не подходит. Да. Потом еще кто-то добавлял там армии и так далее, это тоже не подходит. Мы не можем быть, не станем, наверное, великой военной державой. И вот для нас вот это, кто-то может покоробить, что как бы, застолье, обычное застолье. Мы видим много фильмов, скажем, как себя вели в средневековой Европе, какие у них были застолья. Вы же прекрасно знаете историю. Да, я могу просто дополнить, что большая часть истории народов и человечества проходила за застольями. Застольем, конечно. Вот рыцари круглого стола, король Артур, и так, это же за столом происходило все. Но при этом, конечно, они общались, они что-то ели, что-то пили, но это вообще культура человеческая. Да, но она и вытекает из того, что человек единственное существо, способное общаться. Общаться, да. Это было общение, в первую очередь. Даже более того, сакрализация того, что у нас общение с Богом. Вот отец Дорофей каждый раз за литургией стоит перед святой трапезой. Да. Трапеза, да. Это все, да. Вот вы дополняете точно то, что я как-то интуитивно... Совершенно верно, да. Да. Поэтому застолье наше, оно полно глубочайшего смысла. Это было необычное застолье. Тамада это был демиург в некотором роде. И тамада это же человек, который должен был быть оратором, в совершенстве знать абхазский язык, все его нюансы. Он должен был быть и чувством юмора. Он должен был иметь выдающуюся память, потому что он всех, почти всех, да, он должен был их родню знать, их историю этих родов. Но это была выдающаяся личность, которую в устной форме, из устной формы он доносил традиции, которые были раньше. Мы дети Аюнахатса, Ханхучкваз, мы же Аюханахаон, а мы из разину в рот смотрели на то, что они говорили. При этом какое достоинство они проявляли, какое уважение, сколько гуманизма в этих тостах, когда только хорошее говорится, только хорошее желается. Если этот человек очень достойный, там не было лицемерия, по большому счету. Это было... Человека возвышали человека, ему давали авансом. Может быть, он не был таким, скажем, но ему желали. Если он не был таким, то тамада приглушал его достоинства нынешние, но пожелания были еще в большей мере, чтобы как бы ориентир для него и для его родных, кто это слышал. Я
Я вот на этом заканчиваю. Спасибо большое. Спасибо за внимание. На самом деле, Олег Несторович, очень интересно Я думаю, что да. по поводу феномена абхазской культуры. Теперь каждый из нас выскажет, значит, свое видение и комментарий к тому, что мы сегодня услышали. Ну, позвольте, я вот тоже сделал несколько пометок здесь. Вот вы сказали, значит, древнейший народ. Да? Древнейший народ абхазский уже подразумевает автоматически огромный пласт разнообразной культуры. Вот вы говорили о том, что вот нардский эпос, фольклор, да, сказки, которые, собственно говоря, потом сформировали и абхазскую литературу, да, в конечном итоге. Но здесь бы я хотел бы отметить еще один маленький такой пример, как вы совершенно точно заметили, бытовой культуры, которая, к сожалению, в наше время потихонечку тоже уходит. Хотя она с точки зрения национальной безопасности очень важна. Я имею в виду, мы всегда очень легко отличаем, значит, место, где живет абхазец. Апсудаханхо и Разнык, и Удырот. Особенно, когда уже Абхазия стала многонациональной, не надо было нам объяснять, что в этом дворе живет абхазец. Мы только, смотря сдалека, сразу понимали, есть ли у этого человека огромный двор, идеально чистый. С точки зрения современного восприятия, да, реалий, это пустая трата земель и расточительство, да. Но если мы сравним, например, с владениями, с замками аристократов, значит, Англии, да, французских аристократов, ведь это ничем они не уступали. Единственное, что, к сожалению, в отличие от тех аристократов, абхазской знати не давали возможность развития этих замков, да, и их расширению. Все время война сносила, они заново строили. Но это, с моей точки зрения, показатель огромной культуры народа, когда человек воспринимает окружающий его мир не только как ресурс для существования, но ее воспринимает как некую эстетику, некую красоту, необходимую в его жизни. Вот. И второй момент, еще хочу заметить такую вещь очень удивительную. Вот вы сказали «Анцюб хахам изрхот», да, с Божьего благословения. Кстати сказать, если мы сравним, вот просто какой-нибудь студент возьмет, например, и сделает маленькое сообщение, с каких тостов начинается застолье у разных народов. Да. Я вас уверяю, что с такого тоста навряд ли мы у кого-либо найдем. Чаще всего, по крайней мере в современном практике, мы услышим «будьте здоровы», «будем здоровы» и так далее. А начало с этого тоста, помимо религиозной стороны, это отдельная тема, есть один удивительный факт. То есть мы самому высшему идеалу и устремлению человека придаем очень важное значение. То есть не каким-то земным критериям мы себя сравниваем и хотим этому подражать или иметь здоровье или какие-то материальные блага. А мы совершенно, простите, что я так говорю, порой очень отвлеченными, как сказали бы в наше время, идеями. Личные цены, да, личность. Да, вот это, мне кажется, очень важный момент. Потом, конечно, уже как более профессиональный в этнографии, хочу вам сказать, что, конечно, порядок тостов, он разный. До сегодняшнего дня его следование немножко разное в разных регионах Абхазии, но, безусловно, согласен с вами с тем, что три вот этих тоста особо выделяются. И вот здесь еще один момент, на который я хочу обратить внимание. Когда-то, Герман хорошо помнит, один из профессоров Московской духовной академии, Алексей Иванович Герман, ты помнишь, патролог, мы сидим 40 человек в аудитории, он вдруг говорит, а он много раз отдыхал в советское время в Абхазии. Он хороший, профессиональный советский историк был. И он говорит, вы знаете, говорит отец Дорофей, я поражаюсь, говорит, абхазскими застольями. Я говорю, а в чем причина? Он говорит, вот с точки зрения христианства, он говорит, и с точки зрения теологии, с точки зрения учения лучших учителей церкви, очень важно попытаться в каждом человеке увидеть что-то позитивное. Даже если
никто ничего позитивного в нем не находит. Вот. Попытка увидеть что-то, говорит, это я, говорит, поражался за вашими застольями. И я вот действительно подумал над этим, задумался над этим. Вы обратите внимание, что мы никогда за абхазскими застольями никого не ругаем. Да, мы можем поучать, мы можем наставлять, но мы никогда какие-то негативные качества человека, это непозволительно. А это что означает? Это же поразительная вещь. То есть человек, слушающий, за которого поднимают тост и говорят порой нам кажущиеся чрезмерно красивые слова, пафосные слова, неправильные, несоответствующие действительные слова, но на самом деле слушающему дается возможность снова стать человеком с большой буквы. Вот идеал абхазства, да, Апсуара. Все эти бесконечные, то, что вы говорили, примирения, дать возможность сначала начать свою жизнь, даже обратите внимание, при самых страшных преступлениях, абхазы не лишали жизни человека. Они могли его сказать, уходцу цару, куда-то переселиться, но это снова дается возможность, шанс ему, начать сначала. По поводу народа, вот здесь я тоже хочу сказать, в том порядке, как вы сказали, вот по поводу народа. Вот тут есть один момент, который мы, к сожалению, в наше время, может быть, иногда упускаем. Абхазы за столем всегда говорят после должных слов в отношении абхазского народа, они говорят «Ажларпа, адунейку, ярыланахас». То есть, с одной стороны, вот это индивидуальный подход, мы подчеркиваем, что мы с древний народ, со своей культурой, со своим видом. И с другой стороны, универсальный. Понимаете? То есть мы не воспринимаем себя как очень много затерянных племен и народов, которые полагают, что кроме них никого нет в мире. Да? А наоборот, даже мы очень были чрезмерно, мы говорили на предшествующем как раз семинаре, мы открыты даже для других культур, цивилизаций, народов. И, наконец, по поводу страны Апсна. Вы затронули тему Пицунды, передачи земельных угодий и так далее. Я тоже по этому поводу высказывался, я тоже ни в коем случае все это не поддерживаю. Единственное, к этому, что хочу добавить. За абхазским застольем, особенно в присутствии гостей, мы любим хвалиться тем, что эта земля была оставлена Господу самому себе, и за наше гостеприимство было отдано нашему народу. Вот этот постулат означает, что некую избранность, да, абхазов, с одной стороны, но вот эту избранность мы видим, эту гордость мы видим, но мы не видим вторую сторону, да, обратную сторону монеты. Если Господь Всевышний дал нам ту землю, которую Он себе оставил, какая должна быть у нас ответственность? Величайшая. Какая у нас должна быть ответственность? И можем ли мы, в зависимости от ситуации, от каких-то бытовых вещей, налево-направо, разбрасывать этой землей, если она изначально, я не скрою, честно вам скажу, понятно, что каждый человек любит свою родину, понятно, что у каждого для него родина самая прекрасная, но, слава Богу, мне тоже приходилось видеть мир, сосредоточение вот такой красоты, моря, гор, зелени. О той же Пицунде мы говорим, мы же прекрасно с вами знаем, что это уникальная сосна, которая там растет, и мы аналогов в других местах в мире не имеем. Но это, сосну не мы с вами породили, да, абхазы, не мы, селекционно выводились с тем, чтобы создать что-то. Это Господь нам дал. Значит, мне кажется, должна быть ответственность. Единственное, в чем, абхазская культура очень высоко стоит, мы никогда не считали, что эта земля только должна служить для нас. Мы так не считали. И люди, которые сюда приезжали и живут, и сегодня живут с нами, в равной степени мы всегда относились. Единственное, что мы всегда болезненно реагировали, не только потому, что у нас другой родины нету, да,
не только потому, что нам некуда больше податься, да? Не только потому, что эти ресурсы нам приносят какие-то блага, но, еще раз повторяю, сакрализация. Говоря о сакрализация. А сакрализация, я в своем докладе тоже об этом буду говорить, но просто предваряя, скажу, что Пола Гарб, она заметила следующую вещь. Перед человечеством сегодня стоит экологическая катастрофа, да? И человечество пока не знает, каким способом, значит, спасти людей вместе с этой средой обитания. Ну, начали зеленые, значит, электроэнергия, все такое. Ну, мы видим в Германии, чем все это закончилось, и в остальных странах. А она отметила, что абхазы давно уже выработали, значит, через вот это сакральное восприятие обитания своей среды, они спасали и дальше будут спасать. Другое дело, что не только другие люди, приходящие к нам, но мы с вами, Даур, уже потеряли эту некую сакрализацию, сакральное. А сакральное означает прекрасное русское слово благоговейное отношение к природе, которая нас окружает.